Даже если есть ограничения по здоровью, это не повод для пассивности, утверждают члены общества инвалидов Верхней Колымы. На днях в Зырянке прошла районная спартакиада людей с ограниченными возможностями. В этом году к ним присоединились и люди старше 60 лет. О том, как прошли соревнования, расскажет Наталья Ломанова. Спартакиада людей с ограниченными возможностями проводится в Верхнеколымском районе уже более 10 лет. Среди дисциплин арм- и масс-рестлинг, настольный теннис, дартс, стрельба из пневматической винтовки, русские шашки, якутские настольные игры. В этом году спартакиада пополнилась еще одной категорией верхнеколымчан – ветеранами труда старше 60 лет. Вот у меня и подруга, и я, вот мы вместе занимаемся в спортзале и решили все вместе поучаствовать в этих соревнованиях. Ну, вот я лично записалась на дартс и на шашки. Вот, не знаю, как получится, но участие самое главное, чтобы не сидеть дома. Люди с инвалидностью и пожилые – это достаточно активная группа верхнеколымчан. Часть из них до сих пор не только трудится на предприятиях района, но и в свободное время старается не засиживаться дома. Для проведения активного досуга пожилых и людей с инвалидностью созданы условия. У нас проводится очень много секций, созданы все условия для того, чтобы они могли заниматься. Условия в рамках наших возможностей. Куплены палки, скандинавские палки, они ходят по поселку, выходят на природу, участвуют вне ходьбы, вне кросса, во всех мероприятиях, какие у нас район проводит для населения. В течение 10 лет участвуют люди с инвалидностью и в республиканских спартакиадах. Каждый раз занимают первые или вторые места в пределах своей зоны. Сдаваться болезням они не намерены. Для них жизнь – это движение. Наталья Ломанова, Александр Данилова, НВК «Саха», Зырянка.